вас приветствовать. Действительно, ваш приезд сопряжен с большой, огромной работой, которую мы проводим совместно. Действительно, при всей непростой ситуации, все, что мы заявляли ранее, все те проекты, которые стартовали, такие ключевые проекты, как и реконструкция, строительство детской больницы, вопросы, связанные с инфраструктурными проектами, все идет в запланированной повестке в рамках и форума экономического, прошедшего в Абхазии, были намечена дорожная карта по развитию и предоставлению программы льготного кредитования. Сегодня, как раз таки, пользуясь случаем, есть вопросы, которые необходимо будет обсудить по программе льготного кредитования. И ряд других вопросов, которые являются очень важными, значимыми в рамках совместной реализации. Искренне благодарны президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Широкий круг вопросов нашего взаимоотношения мы обсуждали на встрече 9 мая. И ряд конкретных поручений и решений уже есть. И в рамках тех поручений, которые были направлены после нашей встречи, они активно сейчас прорабатываются. Уважаемый Бадрат Зурабович, Владимир Валерьевич, действительно у нас достаточно конструктивная работа идет. И тут, несмотря на сложности или на что-то, она благодаря вашей команде, коллеги активно двигаются в направлении точно благополучия в республике. И если брать какую-то ретроспективу небольшую, соответственно, те успехи, которые есть, даже с точки зрения каких-то простых экономических показателей, и доходы, и валовый продукт, все это растет и растет темпами, мягко говоря, даже не проценты, а разы. Те поручения, которые были даны нашим президентом с точки зрения поддержки инвестиционных проектов, и ряд поручений, которые сейчас в стадии реализации. Наша цель на сегодняшний день вместе, то, что мы обсуждаем в режиме видеоконференции, это как можно быстрее этот процесс запустить. Уже, собственно, у нас полугодие прошло. И второе полугодие, высокая степень готовности, будем так говорить, мы детали еще сегодня обсудим для того, чтобы, условно говоря, уже стартовать, потому что все для этого есть, и я думаю, что это будет как раз такой весомый вклад в дальнейшее развитие. Очередной раз ваш приезд связан с социально-экономическим развитием. Будем сегодня обсуждать ход реализации программы, инфраструктурные проекты, прежде всего связанные с автодорожной инфраструктурой, энергетикой, другие вопросы, связанные с ходом реализации государственной программы 2630. Поэтому считаю, что можно в этом смысле сразу же приступить к рассмотрению. У нас повестка достаточно широкая, очень обширная. Прошу. Но предварительно мы голосовали ряд позиций с президентом, поэтому мне кажется, что достаточно конструктивно мы обсудили ряд вопросов по тем, на которых надо нам тут совместно сделать акцент, исходя из того, что то, что касается дорог, подготовительной работы, подготовки, соответственно, ресурсов материальных, того же битума. Да, и понятно, что с нашей стороны это вопрос скорейшего перечисления денег и организации этой работы, потому что фактически объем средств не маленький, чтобы, если в прошлом году, я, например, в конце сентября только деньги довели, если я правильно помню, да, то желательно, конечно, в этом году это сделать раньше, чтобы успеть. Потом, конечно же, мы говорили о неплохой динамике в целом развития республики. И те направления, инвестиционные, которые мы с вами обсуждали, и фактически по ним подготовлена так или иначе нормативная база, это льготное кредитование российскими банками. Надо скорейшим образом запустить этот процесс, представить официально все эти проекты, как можно быстрее начать финансирование, начать отбор проектов, закончить его и начать реализацию. По крайней мере, чтобы были уже решения комитетов, банков, чтобы этот процесс уже начался.
Также, на мой взгляд, очень тема актуальная, которую мы должны словно пощупать востребованность и эффективность, это МСП. Это малые и средние предприниматели, которые должны получить возможность кредитования. У нас достаточно большой объем денег на субсидирование ставки заложен. И понятно, что нам надо там максимально сейчас отобрать банки и начать этот процесс, посмотреть, как в этих условиях будет востребована эта норма. Может быть, ее подкорректировать, исходя из ситуации. Мы заранее об этом говорили. Давайте посмотрим, как будет, соответственно, пользоваться спросом этот механизм, посмотреть, как его дорабатывать.